Не все так делают, многие спорят, но специфика нашего плова, именно плова по-атнински, она и в этом заключается, что мы перемешиваем специи заранее с рисом. Это кулинарное решение я поддерживаю. Дорогие телезрители, напоминаю, мы гостим в Атнинском районе и прямо сейчас начинаем готовить вместе с директором сельхозхозяйства «Тукаевский» Ильфатом Хакимовым. Ильфат Бекзарахмет, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам. Как всегда, будем хвалить ваш район, раскрывать его секреты. Но перед этим раскройте свой секрет, что будем готовить. Мы сегодня будем готовить плов по-атнински. С удовольствием, отлично. Чем он примечателен, плов по-атнински? Я, наверное, скажу так, что мы, в принципе, не знаем, как готовят плов узбеки. И поэтому у нас будет плов по-атнински. И, насколько я предполагаю, узбеки готовят плов, они в основном из баранины. А мы сегодня будем готовить плов из говядины. Говядина, которая произведена, на самом деле, здесь, на Атнинской земле. На Атнинской земле, в нашем хозяйстве. Итак, мы начинаем готовить плов по-атнински. С чего начнем? Мы начнем, наверное, традиционно. Будем резать морковь. Так, а я тогда порежу лук. Ну, я, конечно, так, начинайте. Не первый раз готовлю плов, да, и, в принципе, каждый вот говорит, что чем больше лука, моркови, тем сочнее и вкуснее получается плов. Но в нашем случае я скажу, что мы предпочитаем такое направление. Чем больше мяса, тем более оно у нас, слава богу, в избытке, тем вкуснее плов будет. Зрителям покажу, а мясо действительно сегодня Ильфат принес достаточно большой кусок. Расскажите нам про сельское хозяйство, тем более вы работаете в этой сфере. Слухи ходят, что вы всегда на самых передовых местах. Не вы лично, а вот общее сельское хозяйство Атнинского района. Да, на самом деле наш район, он передовой в сфере сельского хозяйства в республике. И у нас до сих пор сохранились крупные хозяйства. И ни один гектар земли у нас нет такого, чтобы оно было не засеяно. Занимаемся мы молочным животноводством и разведением крупнорогатого скота. Ну а на полях вот самые популярные культуры какие? Ну, в последние годы это традиционно зерновые культуры, и мы большое внимание теперь стали уделять именно кормовым культурам. Стали уделять внимание на формирование и составление рационов для нашего дойного скота. Развивается вот эта сфера, именно научный подход в составлении рационов для молочного животноводства. А ведь все, что выросlo на родной земле, что может быть еще лучше, да? Да. Вообще наш район, я считаю, это очень экологически чистый район, да, и продукции, выращенные в нашем районе, именно сельхозпродукции, она заслуженно, можно считать ее экологически чистой. Но какая бы ни была плодородная земля, Ильфат, мне кажется, если не люди, которые здесь родились, живут и работают, то, как говорится, толку бы не было. Вот скажите о тех людях, которые вот с утра встают, садятся на трактора, идут на поле. Да, на самом деле, надо отдать должное нашим работникам, которые трудятся в сфере сельхозформирования. Несмотря на то, что у нас зарплаты наших работников, она на республиканском уровне довольно-таки приличная, я скажу, в сфере сельского хозяйства. За прошлый год она у нас в среднем составила где-то 26 тысяч рублей на одного работника. Но, несмотря на то, хочу сказать, что в этой сфере работают энтузиасты. И иначе никак. Труд очень тяжелый, я бы сказал, не тяжелый, а ответственный. Мы сейчас уже меняем технологию, покупаем технику, которые на самом деле уже высокопроизводительные. И большое внимание уделяем, чтобы у людей были условия для нормального труда. Ну вот, например, даже если взять технику, я сам в прошлом году был на сельхозвыставке и впервые увидел комбайн и трактора, оборудованные даже кондиционерами. В таких условиях как не работать? В основном наши энергонасыщенные техника оборудованы кондиционером. Практически все. Как говорится, осталось поставить туда телевизор, и можно даже домой не уходить. Да, ну, телевизор, но мы сейчас уже ставим навигаторы, они уже в поле работают, и ночью по навигаторам они следят за качеством выполнения каких-либо там процессов. То есть современные технологии добрались и до вашего района. Более того, я скажу, что мы уже запустили первый этап молочного комплекса. Он у нас в конце будет реализован как на 1800 голов дойного стада на современном оборудовании «Карусель» известного германского производителя и оснастили системой управления стадом и программным обеспечением тоже другой израильской компании. То есть все самое лучшее вы собираете здесь? Да, все самое лучшее. Мы все мировые тенденции? Этот вопрос долго изучали, и на сегодняшний день во всех наших животных стоят датчики на ногах, и мы знаем, сколько сегодня животных ходило,
было. Вообще оно сколько... И сейчас у людей датчики, шагомеры. То же самое и у вас на крупнорогатом скоте. Да, но когда большой комплекс, без этого уже никак. Мы знаем, какая корова сегодня выдаилась, вот сколько молока, знаем, какой жирности молоко она сегодня дала, какого содержания белка. В каком настроении проснулась корова? Да. И как она чувствует себя по здоровью, как подошел ей наш тот или иной рацион. То есть, включая все вот эти новые технологии, да, мы получаем результат, да, одно из лучших молочных производств в Татарстане. Да. Также можем контролировать за качеством работы наших доярок, скотников. Все это оправдано. Как и оправдана сегодняшняя наша работа, мы порезали морковь, лук. Сейчас поставим казань на огонь, да, разогреем масло и отправим овощи для обжарки. Ну а сейчас в разогретое масло мы добавим овощи. Сначала что у нас будет? Да, сначала мы... морковь, да? Морковь, однозначно морковь. Ложим в предварительно разогретое раскаленное масло, да. Так. Раз. Ну и напоминаю, как говорят профессионалы по приготовлению плова, чем больше лука и моркови, тем вкуснее будет плов. Но не в нашем случае. Да, в атнинском варианте чем больше мяса. Кстати, мясо мы сейчас и порежем. Да. Начинайте. Давайте мы его вот сюда. Теперь, так, прежде чем начинать разделывать мясо, я бы хотел пригласить сюда своего друга Айрата Каюмова, который является директором сельхозтехникума Тукаевский, который находится здесь же, в Атнинском районе. Айрат, мы ждем вас. Исян Месес. Секретарь. Айрат, смотри. Я уж, конечно... Да, это подарок? Не с пустыми руками. Подарок. Да, как раз у нас нам пригодится. Необходим. Айрат, мы сегодня вместе с Ильфатом начали готовить плов по атнинскому рецепту специальному. Да. Сейчас, кстати, вижу, тут уже процесс идет. Посмотрите, кстати, пожалуйста, Ильфат, да, может, уже можно добавить лук. Да, я слышу уже, как журчит у нас казан. О, так. Айрат, мне понравилось слово, которое озвучил Ильфат, союзники. Вы с ним союзники. В чем союзники? Расскажите. Мы с ним не только союзники, но мы с ним, конечно, и друзья. Да, уже с давних пор. Такие приготовления и плова, и шашлыка, процесс приготовления мы, конечно, проводим и вместе с ним. Ну и, конечно, по линии работы, как говорил у нас один из наших известных персонажей, так скажем, кадры решают все. Да, мы занимаемся подготовкой кадров для агропромышленного комплекса, не только для нашего Атнинского района, но и для комплекса всей Республики Татарстан, но и некоторых регионов нашей огромной страны. Айрат, насколько я знаю, ваш техникум недавно стал ресурсным центром. Насколько изменилась вообще жизнь техникума после этого? В Республике Татарстан у нас работает очень много республиканских программ, но и одна из таких программ – это создание ресурсных центров. И в 2016 году такой вот ресурсный центр подготовки кадров у нас и создался на базе нашего техникума. Мы в этом году и отмечали наше 50-летие. У нас был сам президент Республики Татарстан Нурсултан Нургалиевич Минниханов. Ну, конечно, создание ресурсных центров – это не только красивые слова, но это, конечно, это, во-первых, это очень большая ответственность и большие финансовые вливания у нас были, капитальный ремонт у нас тут прошел. Кстати, мы проезжали мимо вашего здания, очень красивое здание, рядом общежитие красивое, спортивные площадки. Как сказал президент, это настоящий студенческий кампус. И у них еще имеется базовое хозяйство, где занимаются их студенты, где проходят практику. Конечно, кадры готовятся и в вузах, но по сравнению с вузами у нас в первую очередь конечно преимущество техникумов, преимущество колледжей. Это, конечно, совместное прохождение практики. Подводя итоги, можно сказать спокойно. Народ в Атнинском районе трудолюбивый, любит работать и будет работать. И покушать. Но мы обязательно сегодня покушаем, попробуем наш плов по-атнински. Ну а сейчас сделаем небольшую рекламу на канале ТНВ, после которой мы обязательно к вам вернемся. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить татарский плов в Атнинском районе вместе с Ильфатом Хакимовым и Айратом Каюмовым. Бигзур Ахмед, большое спасибо за компанию. Поговорим о сельхозхозяйстве, поговорили мы о студентах, которые обучаются в техникуме и идут работать к вам на поля. Да. И на поля, не только на поля, и на ферму, и на животноводческие комплексы. В общем, самое главное, есть кого учить и есть куда идти. Куда идти работать.
Мы тоже немножко поменяли план работы. Айрат, вы сейчас продолжаете нарезать мясо. Как самый лучший Ильфат, а вы передал ответственный мясо. человек, всегда должен помешивать. Откройте, Всё, посмотрите. Напоминаю, мы обжариваем Принимается. лук и морковь. Затем добавим совсем скоро уже нашу говядину. Говядина, между прочим, у нас базовое хозяйство. За то, что мы там проходим практику, за то, что мы там работаем. Ильфат у нас, вот наши студенты кормятся вот этим мясом. Он нам не только сам кушает вот это мясо, но и некоторую часть оставляет нашим студентам. Да. Айрат, расскажите, пожалуйста, как происходит досуг у студентов? Тем более, вот, и со спортом, я думаю, точно проблем нет. Очень красивые спортивные площадки, вы уже не сказали. Мы со всей ответственностью подходим к реализации досуга наших студентов. Ну, это, конечно, спорт, это футбол, это волейбол, это лыжный спорт, ну и, конечно, и художественная самодеятельность. Какие-то достижения на уровне республики имеются у техников? Да, конечно, имеется у нас. В том году наши футболисты, они стали чемпионами среди СУЗов по мини-футболу. Ну и, конечно, это и художественная самодеятельность, это танцы, это и вокал. Поэтому мы специально из Казани привозим хореографов. Вот они учат наших детей и танцевать, и всему остальному. Сколько сейчас вот на сегодняшний день обучается студентов? Около 500 студентов у нас в настоящее время обучаются. Но они со всего района, да? Не только с Не только с Большой Отни? Атнинского района, да, это и ближайшие у нас район, это Арский район, это Высокогорский из других район. районов даже Да. И из других регионов. И из других регионов у нас даже есть студенты из Вятских полян, студенты из Удмуртии к нам приезжают, поэтому у нас год за годом география наших студентов у нас расширяется. Мы к этому очень рады. Что делается для того, чтобы вот сохранить кадры, чтобы они работали в Большой Отне? Самое главное, что я хочу сказать, мы им даем работу. Мы их трудоустраиваем. Кроме работы они еще зарплату платят. А еще и зарплата. То есть вы создаете все современные условия для того, чтобы было комфортно приходить на рабочее место. Да, вот мы как раз сейчас открыли комплекс и при строительстве уже заложили помещение специально, где они раздеваются, где они принимают душ, где одевают рабочую одежду, где снимают, оставляют спецодежду, которую мы потом стираем и уже отдаем в стиранном виде. Все эти условия есть у нас. То есть работа в сельском хозяйстве, на самом деле, она вот, получается, в вашем районе в том числе, она выходит на новый уровень. Да. Кроме этого, еще очень надо сказать то, что немаловажную роль выполняет здесь государственная программа по поддержке молодых специалистов. Это подъемные, это обеспечение жильем, поэтому вот такие программы. Соципотечные условия. Соципотечные условия, да, они работают и в нашем районе в том числе. Итак, у нас сейчас настало время убирать содержимое казана, то есть мы убираем Лук и морковь, которые уже обжарились, да, и оставляем только масло раскаленное. в которое мы добавим наше сочное красивое мясо. Да. Айрат, расскажите, пока Ильфат занят делом. Да. Вы заметили, да, что практически мы с Ну, вами конечно, у ничего нас не делаем. же коллективное хозяйство у нас всегда работает, а учителя всегда уже болтают. Как проходит досуг, вот в том числе, ведь Атня является, можно сказать, столицей театрального искусства среди районов. С этого года у нас начали реализацию спектаклей в театр, потому что... То есть у техникума есть свой театральный Да, кружок. у техникума есть свой театральный кружок, мы там ставим спектакли, и с этими спектаклями наши студенты ездят по нашему району и по Республике Татарстан. Ну и тяга к искусству, она всегда должна быть, тем более у нас в Атнинском районе, потому что, вы, наверное, все знаете, Атнинский район, это, можно сказать, это родина татарского театра, потому что в этом году исполняется 100 лет тому, что первый раз у нас в Атне ставился татарский спектакль. Атнинский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая в этом году отмечает вековой юбилей. Первый спектакль «Птица счастья» по пьесе Фахриева был поставлен в декабре 1918 года в помещении местной школы. И с этого дня началась история Атнинского народного театра. Большую ее часть театр существовал в статусе народного самодеятельного, а статус государственного профессионального получил в 2011 году. В разные годы в Атнинском театре были поставлены спектакли «Галия Бану» Мирхайдара Файзи, «Банкрот» Галиаскара Камала, «Семья деда Булата» Карина Аджми, «Судьба татарки» Галимджана Ибрагимова, «Голубая шаль» Карима Тинчурина и многие другие.
Творческие заслуги театра неоднократно отмечены дипломами всесоюзных и республиканских театральных смотров и фестивалей. Это замечательная дата, 100 лет Отнинскому театру. Ну, не каждый район может похвастать такой большой историей, тем более театральной. 2011 года у нас Осторожно, говорите. существует, работает Отнинский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая. Вот что нас связывает, вот этот у нас хозяйство, наш техникум и театр, они все, название у них имени Габдуллы Тукая. Потому что Тукай, что бы вы ни говорили, у нас соседние районы, он наш, он Отнинский. Мы и в первой программе, кстати, об этом вспоминали, что раньше село, в которое родился Габдулла Тукай, относилось к Отнинскому району. Да, да. И когда он призывался в армию, в 1907 году он именно призывался из Отни. Потому что тогда было, где-то и родился, там и пригодился, там и пошел в армию. Богата Отнинская земля, Да. и красивыми полями, и трудолюбивым народом. И нашими известными людьми. Ильфат, Айрат, расскажите, пожалуйста, вот вопрос к вам обоим. Любимые ваши спектакли в Отнинском театре? Ну, у меня любимые те спектакли, которые ставил Ильфат, вы, наверное, удивитесь, потому что он работал до этого начальником отдела культуры Отнинского района. Он же по профессии не ветеринар, не агроном, а он натуральный артист у нас. Ильфат, расскажите, пожалуйста, как вообще вы попали в театр? Я закончил Казанскую академию культуры и искусств, актерский факультет. Наш курс, он собирался специально для Альметьевского театра. Мы с супругой Алсу после выпуска поехали работать в Альметьевский театр. Проработали там, правда, всего лишь 2,5 года. Потом мы переехали сюда, на мою родину, и я здесь проработал 7 лет начальником отдела культуры. В то время статус нашего театра, он был народный. Да? Вы представляете, что это? Это когда люди, энтузиасты, работают после работы. Да, приходят на работу на вторую, можно сказать. Да, где есть штат режиссера и художественного руководителя коллектива. А все остальные — это энтузиасты этого дела. Может, даже из-за этого, что на самом деле творили энтузиасты, наш театр имеет такую большую свою историю, 100 лет, и она все время функционировала, всегда радовала своих зрителей своими постановками. Раз в год наш народный, будучи еще народным театром, наш театр, он выпускал спектакли и гастролировал обязательно вот по всем деревням нашего района, близлежащих деревень. Участвовал во всевозможных фестивалях, не раз выступали в Москве, в Ульяновске. Вот так сложилось, что сама судьба постучалась в дверь нашего театра и сказала: вы достойны быть В статусе государственного театра. Да. Однозначно это не обошлось и без людей, неравнодушных к истории нашего театра. Это в первую очередь глава нашего района Габдулла Хадгилемханович. Он всегда поддерживал наш театр. Нужно сказать и о Туфане Мигнуллине. Когда посмотрел нашу постановку «Кумулла» по его пьесе, ему это очень понравилось. И он тоже с высокой трибуны сказал эту фразу, что наш театр заслуживает звания государственного. Да, государственный театр. Ну а наш плов тоже заслуживает внимания. Давайте откроем и посмотрим, что там у нас. У нас мясо практически готово. Ага. Так, пришло время положить туда Обратно наши овощи. Вот. А вас, ребят, попрошу, чтобы вы сейчас перемешали специи с рисом. То есть прямо здесь? Да, прямо здесь. Не все так делают, многие спорят, но специфика нашего плова, именно плова по-отнински, она и в этом заключается, что мы перемешиваем специи заранее с рисом. Это кулинарное решение я поддерживаю. Это наш небольшой секрет. Передача же у вас называется «Секрет», это татарская кухня. Да. Это отнинский секрет. Так, вот вам соль, кстати, для мяса. Да, Ну, давайте. не весь секрет, конечно, мы не все здесь раскрываем. Я хотел, кстати, спросить про здание, в котором базируется театр. Когда оно появилось, расскажите, пожалуйста. Здание, в котором находится Отнинский государственный театр, был открыт в 2005 году, если я не ошибаюсь. Да, Да. в 2005 году. Вначале он у нас существовал как отдел культуры, Как районный дом культуры. как районный дом культуры. В этом помещении находилась и школа искусств, и спортшкола. Спортшкола. Да. Но по соседству, потом, попозже, у нас открылся спортивно-культурный комплекс. центр, да, где есть спортзал, тренажерный зал, борцовский зал, где также находится спортшкола и школа искусств. Вот прямо по соседству. И это здание, оно сейчас полностью занимает... Полностью перешло театр. Да, театру. Ну а весь рис полностью переходит у нас в казан. Да.
И специй, как вы думаете, много, мало? Ну, у татар же есть такая пословица «Май бутхана бузмилиган». Поэтому специи, я думаю, там Тоже никогда не помешают. плову никогда не повредят. Да, плову никогда не повредят. Ну а далее традиционно мы зальем водой наш рис. Примерно, Ильфат, вы на сколько заливаете? Я обычно вот на 1 палец, на сантиметр. Ну, мы тоже так же. Мы выравниваем поверхность риса и заливаем туда воду. Через шумовку, заметьте. Через шумовку. Все профессионально. Потому что мы готовим поваров. Недавно наши студенты сдавали экзамен. Как раз один билет у нас был по приготовлению плова. Я вот это вспомнил. То есть в вашем техникуме еще и готовят поваров? Да, в нашем техникуме готовим, кроме механиков, кроме ветеринаров, кроме бухгалтеров, мы еще готовим поваров. Работники на полях, одним словом, голодными не останутся. Никогда. Но мы тоже сегодня голодными не останемся. Подождем минут 40-45, накроем на стол и попробуем плов по-атнински. Плов по-атнински. Морковь нарезали соломкой, а репчатый лук – полукольцами. В казане разогрели растительное масло и обжарили овощи до золотистого цвета. Шумовкой выгрузили морковь с луком из казана в другую посуду и на оставшемся ароматном масле обжарили нарезанное мясо до румяной корочки. Затем вернули в казан овощи, посолили, поперчили, перемешали с мясом, уменьшили огонь и тушили, слегка помешивая. Хорошо промытый рис смешали со специями для плова и выложили поверх мяса. Разровняли поверхность и осторожно через шумовку залили водой так, чтобы она покрывала рис на сантиметр. Накрыли казан крышкой и готовили еще около 45 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего плова, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Айрат, Ильфат, процесс, как говорится, подошел к финалу. И в моих руках красивый атнинский плов. Бисмилля рахман рахим. Будем пробовать, Египет? Да, бисмилля. Хорошо. Айдагис. По традиции мы его переложили в большую тарелку. Именно так он подается в семьях. Ну, Ильфат, как вам? Однако получилось очень вкусно. В такой компании другого результата быть и не могло. Египет, Бигзур Ахмед. Плов по-атнински действительно очень вкусный. На этом наше кулинарное шоу подошло к концу. Ильфат, я Бигзур Ахмед. Айрат, вам большое тоже спасибо. Захмет. Было вкусно, было интересно. И я еще раз убедился, что в Атне живут гостеприимные, добрые и веселые люди. Ахмед. Приезжайте к нам еще. Бардық мына шын экологик чисто иттен пішірілген плов ашысыңыз келсе, біздің районға қайтарыз. Ашап қана түгел әлі. Енді түплі білім аласыңыз келсе, если хотите получить такие базовые знания по сельскому хозяйству, тоже приезжайте в наш техникум. В общем, здесь всегда интересно и очень вкусно. Это была программа «Секреты татарской кухни». Увидимся скоро в новом районе. Сау болыңыз, достар.